Ежедневно на протяжении всего чемпионата мира по футболу абхазская государственная телерадиокомпания при финансовой поддержке «Аквафон» ретранслировала матчи мирового первенства. Болельщики и профессионалы, новички и легенды абхазского футбола в прямом эфире обсуждали самые яркие моменты матчей, спорили и определяли фаворитов игр. Каждый вечер творческая и техническая группы АГТРК делали все возможное и невозможное для организации качественной трансляции матчей. 25 прямых эфиров в течение одного месяца. А вот операторы, техническая служба, они помимо этого, помимо того, что они до 2, до 3, иногда до 4 часов утра оставались здесь на телевидении, им на второй день нужно было опять возвращаться на работу с утра и выполнять свои повседневные обязанности. Выдержали они этот марафон с честью, честь им и хвала. У нас был один раз такой момент, что буквально там за полчаса до выхода в эфир мы начали проверять оборудование, и пульт в этой большой студии он вышел из строя, он испортился. За эти полчаса его отремонтировать не представлялось возможным, и было принято решение, что мы перешли в новостную студию, которая не предусматривает, что в этой студии могут сидеть там 3-4 человека. Она рассчитана на одного, ну максимум на двоих людей. И буквально за полчаса ребята все это перекоммутировали, и мы вышли также вот в прямой эфир, как ни в чем не бывало. В общем, огромное им спасибо. Генеральный спонсор проекта «Аквафон» подготовил для своих абонентов, среди которых, как оказалось, немало футбольных болельщиков, сразу несколько приятных сюрпризов. Специально к 20-му юбилейному чемпионату в рамках подписки «Новости футбола» «Аквафон» запустил новый сервис «Футбольный репортер». У абонентов на протяжении всего мирового первенства была возможность регулярно получать результаты соревнований и график их проведения посредством СМС-сообщений. Данный проект был реализован в рамках популяризации футбола, и не только футбола, но и здорового образа жизни в Абхазии. Мы знаем, что футбол представляет огромный интерес у населения, и особенно у младшего поколения. И параллельно с данным проектом Аквафоном была запущена подписка «Футбольный репортер». О высоком рейтинге футбола в Абхазии говорит и активность абонентов «Аквафон», которая особо проявилась в ходе прямых трансляций. Почти 7000 СМС с прогнозами на матчи прислали самые инициативные болельщики. Первый абонент, приславший СМС-прогноз с верным исходом матча, становился обладателем специальных призов от «Аквафон». Победителей мы приглашали к нам на телевидение, мы вручали ему подарки от нашего спонсора, от компании «Аквафон», в том числе вот такие вот замечательные футболки, которые были специально изготовлены для нашего проекта. И вот победителю достанется уже вот сегодня мы ему вручим вот этот приз iPad Air. А обладателем главного приза стал учитель истории села Чулоу Анри Попава. За 8 дней до самого главного матча Мундиаля он прислал не только точный прогноз счета, но и назвал финалистов. Для меня в любом случае немцы все равно были бы чемпионами. Ну, Аргентина это чисто интуитивно, что ли, но то, что немцы пойдут в финал, я вообще не сомневался ни на минуту. Большое спасибо компании «Аквафон» за такое внимание. И спасибо большое и абхазскому телевидению, коллективу, и ведущему Алхасу Манарги. Они создали прекрасную атмосферу. Целый месяц внимания всей планеты было приковано к происходящему на стадионах Бразилии. «Аквафон» совместно с Абхаз-гостелерадиокомпанией создали своего рода дискуссионные площадки, на которых абхазские любители футбола, люди разных возрастов и профессий, смогли ощутить атмосферу мирового первенства 2014. Анастасия Никонова, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.